через сутки после резкого скачка курс доллара все же упал вдвое от размера этого скачка, что говорит лишь о том, что Нацбанк не очень умеет считать и предсказывать, тем более, что он сам через день снизил курс доллара с 84,9 до 83,5 сомов. То есть медные бюро продавали доллар дешевле на 5 сомов, чем установленный Национальным банком номинальный курс. О сложившейся ситуации наш корреспондент Андрей Тукумбаев побеседовал с президентом Кыргызской фондовой биржи Алмазом Шабдановым. Алмаз, ситуация с курсом доллара, она стала настолько скандальной на этой неделе, что, в общем-то, сейчас она котируется вот по скандальности, по степени, по критичности наравне с коронавирусом. Расскажите, пожалуйста, в двух словах, что произошло, почему вдруг в одну ночь доллар подскочил до 85 сомов. Сейчас он немного снизился, но тем не менее он на достаточно высокой отметке. Да, на самом деле такой скачок, если в процентном соотношении брать около 20%, это очень большой скачок по меркам любой развивающейся страны. И это будет явный сигнал на какие-то большие нарушения в экономике, что сегодня не декларирует ни Национальный банк, ни другие экономические ведомства. Соответственно, мы должны понимать, какие здесь фундаментальные причины этой новости. Нам говорят, что это было спрос и предложение. Объем сделки 3,7 миллионов. Соответственно, это надо сопоставлять с другими объемами интервенции. То есть Национальный банк провел интервенцию, продал 3 миллиона 700 тысяч сомов, долларов на нашем рынке. По 84. И в итоге что произошло? Надо здесь еще раз анализировать, что с начала года 200 миллионов на интервенции было потрачено, 199 миллионов и там копейки. И от этой суммы 3,7 это очень маленькие проценты, это получается около 2%, меньше 2%. Соответственно, он рынку с объемом не вышел. Объем интервенции очень маленький, но стоимость интервенции, стоимость курса очень высокий. Спред он гигантский. И в этой связи это понятно, что вчера мы тесно связаны и с коммерческими банками, и с обменными бюро, и мы собирали информацию тоже фундаментальную, и все были в панике. Все не понимали, какие здесь фундаментальные причины. И я думаю, здесь говорить, что это было стихийно или рыночно, я не смогу это сказать. То есть это не является стихийной акцией, она была, в общем-то... да, признаков, что это была рыночная сделка, да, потому что объем очень маленький, и участников очень мало. Да. Какая здесь была цель, тоже непонятно. Для меня, как хоть что-то понимающее на ценообразовании на рынках, да, я не понимаю, для чего это тоже было сделано. Потому что кроме того, что мы получили на один день в финансовом секторе панику, мы больше никакого... А можно ли рационально объяснить, почему Национальный банк повысил вдруг стоимость доллара на 12 сомов? То есть он был 70 с лишним, а повысился до 85 сомов за одну ночь. Я не могу. Здесь какая-то была логика в любом случае. Но я могу предположить. Могу. Они посмотрели корреляцию по всем внешнем рынке, на валюту других наших соседних стран, тесно связанных с нами, где у нас есть большой объем экспорта и импорта, Россия, Казахстан. И у них получилось, что рубль вчера торговался в районе 78 сомов. Доходил до 80 рублей, точнее, я про рубли говорю, 80 рублей к доллару. Соответственно, я думаю, логика оттуда была, аналитика была с этого, и плюс они подумали, сколько это нам будет стоить. Иными словами, Национальный банк, он поступил так, как поступает коммерческое предприятие, пытающееся извлечь из ситуации выгоду. Но это же все-таки Национальный банк. Почему, на ваш взгляд, это вообще корректное действие, то, что произошло? Эффект, я думаю, некорректный. Плюс вот это, то, что с утра было объявлено, что у 3 обменных бюро лицензии приостановлены, это, я думаю, показательная карательная мера. Обменные бюро, они не влияют на рынок. У них настолько маленький объем, особенно если они говорят, что
200 миллионов, да, они на интервенцию выходили, от этих 200 миллионов они даже 1% не занимают, обменное бюро, и винить их, я думаю, это очень... Иными словами, НБКР переложил ответственность за случившееся на ряд обменных бюро частных структур. Я так думаю, что все вот выводы, которые можно сделать из ситуации, которые сегодня произошли, именно так и происходит. Такой скачок курса доллара объясняется, наверное, тем, что СОМ очень сильно привязан к рублю. Но такая же ситуация, она наблюдается же и в Казахстане, да. и в Таджикистане, и в Узбекистане. Да. Там скачок произошел столь же резко или там более мягкая была в один день 20% ситуация? Никакая валюта не увеличилась. Это надо понимать. Но есть мировой индекс, который сопоставляет самые большие валюты мира против доллара. И там показатели на прошлый день, торговый день, было в районе 11%. Но у нас было намного больше корреляция. Соответственно, нужно понимать, что здесь Национальный банк или не успел вовремя постепенно выйти, либо вдруг решил, что теперь это им очень дорого обойдется и надо хоть какие-то компенсировать из этих 200 миллионов, продав доллары повыше, чтобы компенсировать расходы, которые были до этого. Потому что в каждой же торговле есть, так как Национальный банк он выходит на торги, де юре выходит для торги для стабилизации, соответственно, нет экономической, да, цели. Значит, они преследовали цель какого-то социального или экономического показателя, чтобы в экономике страны было улучшение. Но я не думаю, что вчера это оказало такой эффект. Справился ли, на ваш взгляд, Национальный банк в этой ситуации со своей основной задачей защищать интересы населения страны, интересы государства на финансовом рынке? Именно ситуативно вчера я не могу этого сказать, потому что с нами сразу начали связываться не только внутри страны, компании, которые уже спрашивали, а что будет дальше. Это была паника не только на московской, советской, да, это была паника среди даже тех людей, которые связаны с Кыргызстаном, которые продают к нам товары, сырье, потому что несколько предприятий спрашивали, которые закупают сырье за рубежом, они говорили, мы покупаем в евро, теперь что? Вчера некоторые котировки были до 102 сомов в некоторых коммерческих банках на официальном сайте. То есть их бизнес-план за один день обнулялся. Рассыпался весь, да. А это очень негативно на самом деле влияет на предприятия, на экономику в целом. Соответственно, я думаю, вчера, я не знаю, какие цели преследовали, но получилось так, что негативно отразилось на финансовом рынке. Но у меня в таком случае к вам такой же вопрос, как к специалисту. Что, на ваш взгляд, будет дальше? На какой отметке, с вашей точки зрения, остановится доллар? Да, что будет с финансовым рынком страны и судьбой многих предприятий? На самом деле, как бы там ни было, если коронавирус, скорее всего, коронавирус продолжится, и война на нефтяном рынке продолжится, и вдруг от этих котировок у нас внешне весь макропоказатели страны внешне изменятся, то курс СОМа в любом случае поднимется за рублем, за тенге, за соседями. Предела некоторые средства массовой информации говорят, что рубль, они уже рассматривают сценарий, что будет выше 100 рублей к доллару, за доллар. Соответственно, мы должны ориентироваться чуть больше их. Но хотел бы отметить, что сам по себе удержание курса, да, сопротивляться всему миру, удерживая только наш СОМ, это не является правильным. То есть само изменение по мировым тенденциям и по фундаментальным причинам изменения нашей цены, это нормально. Это вот рынок. Но к этому рынку надо приходить, как и во всем мире, постепенно, не пугая население, объясняя, аргументируя каждое увеличение, уменьшение нашего курса. То есть, и тем самым это кризис в любом случае для нас, но в кризисе есть положительные стороны. Мы должны, если наш СОМ резко изменится в курсе, тогда повышать нашу экспортоориентированность. Чтобы прекрасно. Что бы вы в этой ситуации могли бы сказать уважаемому нашему руководству Национального банка страны и пожелать всем кыргызстанцам? Пожелать кыргызстанцам реагировать на следующий день, либо до этого дня,
То есть анализировать внешние факторы, как на сегодняшний день это надо смотреть на курс доллара ко всем валютам, курс рубля к доллару, курс тенге и плюс смотреть на нефтяные котировки. Это сейчас 5 главных аргументов, которые засигнализируют заранее для нашего СОМа. А если вдруг происходит паника, уже к сделке приходить, покупать или продавать на следующий день или через 2 дня. Это такие больше трейдерские, да, так скажем, подсказки. А Национальному банку, я не знаю, мы можем это советовать или нет, просто повысить прозрачность и объяснять фундаментальные причины выхода. Прозрачность и системность работы. Огромное вам спасибо за сегодняшнюю беседу. Всего доброго. Спасибо.